Снег, гололед пришли в Петрозаводск, как всегда, внезапно. Веб-камеры зафиксировали аварии в ассортименте, ребенок соскользнул под колеса машины и чуть не погиб. Не зафиксировали камеры только мэра Ширшину на планерке в мэрии в понедельник. Как так? Сейчас в отпуске Галина Игоревна, где-то, наверное, дней на 10. Жить, как говорится, хорошо. А хорошо жить еще лучше. Точно. Ее зам Елена Еремеева, председатель комитета ЖКХ, тоже отдыхает. Сухорукова отбыла по каким-то экономическим делам, надеемся, не связанными с земельными участками. Теперь у меня совсем другие интересы. Я хочу себе купить яхту. Яхту. Политическая движуха, суды, митинги волнует кровь. От необходимости заниматься городским хозяйством зевать тянет. Для этого оставили внешне равнодушную даму из бесконечного дефиле в мэрии. У них свои женщины есть. А мы не хуже ихних. Дальнобойщики митингуют, а заместитель главы Петрозаводска, руководитель аппарата администрации Ирина Ненилина заявляет прессе, что подобные мероприятия не вызывают у нее эмоций. Ничего, кроме раздражения. Аполитично рассуждаешь, клянусь честным словом. Не понимаешь политической ситуации. Город скользит и чертыхается, машины бьются, пешеходы валятся под колеса, а из мэрии доносится равнодушное. Есть замечания по скользкости, по тротуарам и остановкам. Черт побери! Черт побери! Начальник управления муниципального контроля Роман Ванько ей в ответ. А снег падал, и к уборке не приступали. Чует мое сердце, что мы накануне грандиозного шухера. Жители Петрозаводска, конечно, привыкли обходиться без коммунальных служб, но должных профессиональных навыков еще не приобрели. Эй, гражданина, ты туда не ходи, ты сюда ходи, а то снег в башка попадет, совсем мертвый будет. А в это время ленты новостей доносят известие, что первая женщина-мэр Петрозаводска в финале конкурса на премию РБК 2015. Надо создавать тех сказочников, которые переложат наши слова на иной лад. Тот, которым будет жить человечество через 20 лет. Вы будете смеяться или плакать, но двери к премии Ширшиной открылись за тот кавардак, который творится в городском хозяйстве. За открытую политику в регионе, отстаивание принципов местного самоуправления и смелость в принятии решений. Вот что крест животворящий делает. Вот что пиар животворящий делает. Приоткрывает двери в большую политику. А Петрозаводск пускай приходит в запустение. Займись чем-нибудь. Поработай. Надоело. Как же тебе надоело, если ты никогда не работал. Кстати, в одном деле некоторая всероссийская и международная популярность Ширшиной могла бы сыграть на руку Петрозаводску. Вы знаете что? Я вам один умный вещь скажу, но только вы не обижайтесь. Надо было делегировать мэра Ширшину на конкурс красоты в столицу. Я так думаю. Дома она видная, а то что это? Отправили в большой город девушку из Кеми. Она там и растерялась. Перед тобой стоит задача, в общем, стать симпатичной. Для этого необходимо заняться косметикой. Волосы отпусти подлиннее. Брови такие тоненькие, ну-ка их выщипывать, понимаешь? Одевайся по молодежной моде. Но главное заняться фигурой. Что это за походка? Где талия у тебя? Чувствуешься? Многое зависит от тебя, очень многое. Впервые за 5 лет девушку из Карелии никак не отметили на конкурсе «Краса России-2016». Это какой-то позор. К другим темам. Депутат Петросовета Дмитрий Окунев, соратник Василия Попова, кстати, облапошил Министерство внутренних дел Карелии на 4 миллиона. Почем билеты? Членам профсоюза 10 копеек. Но так как представители милиции могут быть приравнены к детям, то с вас по 5 копеек. За такую наглость мошеннику дали в рифму 4 года условно и 400 тысяч штрафу. Удивительно легко отделался депутат Окунев. Обманщик клялся суде, что больше не будет, и смотрел окрест себя уверенным взглядом. Нет, но где я его видел? Где? И тут Яков Менелаевич вспомнил. Эти чистые глаза,
Этот уверенный взгляд он видел в таганской тюрьме в 1922 году, когда и сам сидел там по пустяковому делу. Мифические общественные организации по употреблению государственных и любых других денег провели так называемое исследование алкоголизации в стране. Сеня, ты уже дошел до кондиции? До какой? До нужной. Карелия оказалась на 67-м месте, почти в самом конце таблицы, то есть сильно пьющая. Аккуратней. Куда у меня ничего? Навстречу твоему счастью. Третья группа рейтингов состоит из наименее благополучных субъектов Российской Федерации. Демонстрируют высокую смертность, заболеваемость и преступность, связанные с потреблением спиртных напитков, а также с максимальным объемом продажи алкоголя. Вы должны победить эту страсть. Что-то вот у нас как-то сыро. Аркадий Варламович, а не хлопнуть ли нам по рюмашке? Поскольку половина населения республики живет в Петрозаводске, предлагаем и это достижение включить в видеоотчет Галины Ширшиной. В конце концов, ленторги ее политического руководителя Василия Попова расположены в шаговой доступности от чего угодно. Надо что-то делать. Надо что-то делать. Надо выпить. Хоть с алкоголизацией в Петрозаводске все в порядке, а то почти нечем гордиться. Если бы нас кто послушал, это же белая горячка.